Такими должен быть настоящий театр для юного зрителя, чтобы маленький человек прямо у порога смог окунуться в настоящую сказочную атмосферу. Дизайнеры и строители попытались создать здесь сказку «Алиса в Зазеркалье». В каждом уголке зеркальный пазл собирается в целую композицию. Здесь оживает зелень, распускаются розы. Мотивы известной сказки повсюду. Черно-белый пол в виде шахматной доски, большие дизайнерские люстры и настоящие итальянские окна. Вместе со строителями трудились и художники театра юного зрителя, которые воплощали в жизнь смелые решения. Получилось стильно и ярко. Надо отдать должное дизайнеру, которая придумала вот это вот все великолепие. Это ее идея, и уже после того, как все это нарисовалось, все это перешло в руки строителей, да, они очень многое здесь сделали, абсолютно даже и не роптали. Они соглашались со всем, что мы им говорили, все это делали с удовольствием. Особенно в театре радуются обновленному зрительному залу. Здесь заменили практически все. Появились дополнительные 50 посадочных мест. Сегодня зал может принять 300 человек. Большое внимание уделили техническому оснащению. Впервые здесь появился настоящий французский звук. Полностью переделали механику сцены, установили современную акустику специально для театральной работы. В дизайнерских решениях использовали и национальный колорит. Стены зала будто заснеженные горные вершины. У нас не было вот такого шикарнейшего выносного света. Благодаря фирме «Протон», которая занималась поставкой и установкой всего оборудования в этом зале, вот появилась возможность такого и выносного света. Красоты не было у нас. У нас не было, мы давно ждали этого. И, естественно, я просто благодарен и руководству республики за то, что они смогли все-таки обратить внимание на детский театр и сделать вот такой подарок для нашего зрителя, а именно для самого маленького зрителя. Еще одна гордость – четкое изображение. В театральном зале установили цифровой экран с высоким разрешением Full HD. Оборудование позволяет вести прямую трансляцию всего, что происходит на сцене, в режиссерскую группу. Такие технические возможности есть не у всех театров СКФО. Это позволит творить актерам с новым энтузиазмом. Это все дает и полет фантазии для актеров, и интересные мысли дает для каких-то новых идей, новых постановок для режиссера, художников. То есть, да, это большая подпитка для работников театра. После реконструкции в ТЮЗе появились дополнительные кабинеты для творческих встреч и совещаний, гримерные для артистов и костюмерные. Сейчас свои репетиции актеры проводят в уютном зале. Слово «я 10». Плюнет, да пойдет. Нет уж, я перед ним рабствовать не стану. Впервые за всю историю существования театра появилось специальное оборудование для хранения реквизитов и кукол для спектаклей. Театр вообще был в очень плачевном состоянии, материально-техническая база. Ведь постановки были, а содержать где-то кукол надо было, костюмы. Мало того, реквизит. И вот сегодня у нас появилась такая уникальная возможность после приобретения таких кофров, где мы, вот самое главное для нашего театра, это содержать куклы наши правильно. Ведь когда мы их вывозили там в коробках, не предусмотренных для перевозки кукол мешки, то они ломались, и нам очень часто приходилось ремонтировать. Каждый кофр – это целый спектакль. Актриса театра юного зрителя Дугурхан Хаутиева с куклами работает уже 40 лет. Говорит, тяжело было смотреть, как ломаются любимые герои из-за отсутствия условий хранения. Реквизиторским цехом обвязывала головки мешками и укладывала, потому что там носик разбивается. Видите, вот тут вот тоже вот носик разбивается, то руки отлетают. Поэтому сегодня такая возможность при приобретении вот этой технической оснащенности мы укладываем куклу теперь кофры. Не мы, а вот зав. Реквизиторским цехом, который с нами выезжает на спектакль. Ну, хакап, цандятко, сон зазажлил гехо, что зазагзагы дел,
что оно малхо ёхал тел. Масштабные изменения в театре юного зрителя произошли благодаря национальному проекту «Культура» и личной заинтересованности главы республики, который узнал, в каких условиях работают актеры. Руководитель региона следил за темпами строительства и давал ряд поручений. По указанию Махмуда Али Калиматова строители большое внимание уделили внешней стороне здания, установили скамейки и высадили саженцы. Рина Цычуева, Хамзат Халухоев. Новости 24.